Следующее слово предоставляется представителю Верховного суда Искакову Эркину Багдоровичу. Пожалуйста. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, Верховный суд поддерживает все доводы, которые изложились непосредственно в возражении к ходатайству Карабаева Тимура Иднановича. И в связи с тем, что я думаю, что необходимо сэкономить время, я хотел бы остановиться на самых основных моментах наших возражений. Верховный суд полагает и считает, что заключение соглашения о признании вины не является основанием для освобождения подозреваемого обвиняемого от возмещения ущерба потерпевшему. Как уже недавно выступили непосредственно представители парламента, так и представители аппарата президента. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает непосредственно обжалование любого решения судебного акта по заключенным по данным по соглашениям о признании вины, либо соглашениям о сотрудничестве. Далее хотел бы отметить, что заключение лицом соглашения о признании вины без участия потерпевшего соответствует основополагающим принципам уголовного судопроизводства и не противоречит принципу неотвратимости уголовной ответственности, поскольку она не исключает постановление обвинительного приговора и назначение обвиняемого наказания. Еще хотел бы отметить, что непосредственно по возмещению ущерба потерпевшему непосредственно действующее законодательство предполагает, что потерпевший также может обратиться в рамках гражданского процессуального судопроизводства с соответствующим заявлением, требованием о возмещении причиненного ему ущерба. Так, непосредственно теперь по второму вопросу, на который акцентировал внимание в своем ходатайстве Тимур Иднанович, по запрету, как он выразился, заключения соглашения правосудия с несовершеннолетним. Еще раз хочу отметить, что в соответствии с 492 статьей УПК процессуальное соглашение о сотрудничестве не может быть заключено с несовершеннолетними лицами, совершившими запрещенное уголовным законом деяние, состояние невменяемости или заболевшим после совершения преступления психическим расстройством. Заключение процессуального соглашения не является основанием для освобождения подозреваемого обвиняемого от возмещения ущерба потерпевшему. Это четко указано в 492 статье УПК Кыргызской Республики. Далее я хотел бы отметить, что Кыргызская Республика поступательно идет непосредственно по пути имплементации норм международных стандартов уголовного судопроизводства национального законодательства Кыргызской Республики. Примером чему явилось принятие новой редакции Кодекса Кыргызской Республики о детях, согласно которому в Кыргызской Республике законодательно закреплено понятие ювенальной юстиции. При рассмотрении дела преступления, совершенных несовершеннолетними судами, кроме норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих уголовное судопроизводство в отношении совершеннолетних, учитывается положение Конвенции о правах ребенка, минимальных стандартах, правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Это так называемые пекинские правила. Кодекс Кыргызской Республики о детях и другие нормативные акты. Согласно пункту 11.3 минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, пекинские правила, любое прекращение дела, связанное с его передачей в соответствующие общины или другие службы, требует согласия несовершеннолетнего или его родителей или опекуна при условии, что такое решение о передаче дела подлежит пересмотру компетентным органам власти на основании заявления. Там также учитывая, что при этом в комментариях к вышеуказанному пункту указано, что согласие не должно восприниматься как нечто неоспоримое, поскольку оно может иногда быть дано несовершеннолетними в состоянии отчаяния. В правилах подчеркивается, что следует свести к минимуму возможность принуждения к запугиванию на всех уровнях процесса прекращения дела. Несовершеннолетние не должны чувствовать, что на них оказывается давление, например, чтобы избежать судебного процесса, или подвергаться давлению с целью получения согласия на ту или иную форму прекращения дела. Кроме того, для компетентных органов власти, которые стремятся надлежащим образом рассмотреть дело, сотрудничество со стороны юридических представителей несовершеннолетнего или какого-либо другого помощника, которому несовершеннолетний может верить и действительно верит, может утратить свое значение в том случае, когда присутствие родителей или опекунов при слушании дела оказывает отрицательное влияние. Например, если они проявляют враждебное отношение к несовершеннолетнему, поэтому должна быть предусмотрена возможность отказа им в таком участии.
Вследствие чего, по мнению Верховного суда, законодатель, устанавливая норму о невозможности заключения с несовершеннолетним соглашения о признании вины и о сотрудничестве, исходил из интересов несовершеннолетнего, свел к минимуму властные дискреционных полномочий судебных органов, позволяющих им действовать по собственному усмотрению в рамках закона. С учетом изложенного, норма установлена частью 5 статьи 492 УПК Кыргызской Республики не подвергать дискриминации несовершеннолетнего, находящегося в статусе обвиняемого, подозреваемого по отношению к совершеннолетнему, а напротив направлена на объективную защиту прав и интересов несовершеннолетнего, поскольку он в силу своего возраста, аспектов эмоциональной, духовной и интеллектуальной незрелости не в полной мере осознает характер и последствия заявленного ходатайства, не может давать полноценную оценку своим действиям и действиям защитника, родителей или опекуна. Верховный суд также отмечает, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 2 февраля 2017 года вступил в законную силу с 1 января текущего года, получается. И по его применению судебная практика в достаточной мере не сформирована. В связи с чем выводы о нарушении прав потерпевшего или несовершеннолетнего нормами установленными статьи 487, 488, 489, 491, 492 являются необоснованными. На основании изложенного Верховный суд вышеуказанную норму Уголовно-процессуального кодекса считает не противоречащими соответствующими нормам Конституции Кыргызской Республики. Спасибо.